Я рада представить сегодняшнее мероприятие. Меня зовут Людмила Козловская, я представляю Фундацию «Открытый диалог». С нами сегодня представители разных стран, которые будут обсуждать эффективность включения личных санкций. И я бы хотела передать слово президенту Итальянской Федерации прав человека Антонио Станго. Большое спасибо, Людмила. Спасибо всем. Мы, как Итальянская Федерация прав человека, организовали сегодняшнее мероприятие вместе с Фундацией «Открытый диалог» и Крымско-татарским ресурсным центром, а также Глобальным комитетом верховенства права и фондом Freedom Kazakhstan. У нас у всех есть общая цель. Одна из основных целей – это помочь международному сообществу, особенно демократическим государствам, использовать эффективные санкции против тех, кто несут индивидуальную ответственность за серьезные нарушения прав человека, а также за серьезные случаи коррупции по возможности. Это цель глобального закона Магнитского, который уже был принят в США и ряде других стран, которые Канада, Великобритания, Эстония, Латвия, Литва и также государства-члены Европейского Союза, которые принимают схожие акции. Обсуждение сейчас идет в Австралии и Норвегии. В декабре 2020 года, после нескольких месяцев консультаций между государствами-членами Европейского Союза, Совет Европейского Союза принял глобальный режим санкций за нарушение прав человека. То есть это что-то новое. Это то, что мы, как и другие организации, сегодня в рамках, которые присутствуют на данном мероприятии, работали над этими санкциями. Очень важно, чтобы был такой важный механизм введения санкций за нарушение прав человека. Хорошо, чтобы это было в отдельных государствах, но еще лучше, чтобы это был общий механизм Европейского Союза. Этот механизм не идеален. Там нет возможности санкций против серьезных случаев коррупции, но при этом это все-таки инструмент Европейского Союза, который можно использовать в этой сфере. И мы надеемся, что этот механизм глобальных режимов санкций за нарушение прав человека будет совершенствоваться. Конечно же, это будет нелегкий процесс с политической точки зрения. И также могут быть инициативы других сторон. И то, что мы уже обсуждали в рамках других мероприятий за последние несколько лет, важно, чтобы использовались целенаправленные санкции против отдельных лиц, но при этом, чтобы эти лица могли также апеллировать. Конечно же, это деликатный механизм, но при этом он остается не менее важным. Некоторые государства уже на протяжении нескольких лет используют санкции довольно активно, например, в США, и мы верим, что мы можем сделать больше. Поэтому сегодня мы встречаемся с рядом экспертов и членами парламента. С нами Роберто Рампи сегодня, член Сената Италии. Это один из тех, кто инициировал в итальянском парламенте принятие закона в отношении механизма санкций. Он также член итальянской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы. И чтобы не занимать ваше время,
чтобы хватило времени другим участникам выступить со своими идеями в отношении данного вопроса, я бы в заключение хотела сказать, что нам нужно все более активно залучать международные институции, парламентскую ассамблею, например, парламентскую ассамблею ОБСЕ, где ситуация более трудная, потому что мы знаем, что в ОБСЕ также есть представители ряда государств, которые не соблюдают права человека в своих границах. Мы работаем с институциями на уровне ЕС и также будем стараться расширять нашу деятельность, включая ООН. Конечно же, это сложный процесс, мы все об этом знаем, но все больше и больше парламентов обсуждают этот вопрос, все больше и больше экспертов занимаются этим вопросом, и примером таких экспертов и являются представители на сегодняшней встрече. Большое вам спасибо. Большое спасибо всем партнерам и Антонио за вступительное слово. И сейчас я бы хотела передать слово Эскандеру Бариеву, руководителю управления Крымско-татарского ресурсного центра, руководителю отдела юридических и международных отношений Меджлиса крымско-татарского народа. Я сейчас отключаю наших участников панели, чтобы мы могли увидеть презентацию. И сейчас я как раз это сделаю. Подождите, пожалуйста. Хорошо. И покажем сейчас презентацию господина Бариева. Если вы можете могли бы вы подготовиться к комментированию некоторых вопросов? Мы знаем, что вы активно работаете над продвижением личных санкций в отношении российских высокопоставленных чиновников, которые систематически участвовали в политических преследованиях, убийствах и оккупации Крыма и Востока. Не могли бы вы поделиться с нами своими наблюдениями? Как вы думаете, почему санкции в отношении 95 отдельных российских лиц, принимающих решения, 23 субъектов, ответственных за дестабилизацию Восточной Украины и незаконную аннексию Крыма, не остановили широкомасштабные репрессии в Крыму и на оккупированных территориях? Кто должен подвергнуться персональным санкциям в следующий раз, когда и почему в контексте агрессии России в Украине и недавно принятых США, Канадой, Великобританией и ЕС санкционных списков в отношении ключевых российских чиновников? Я пытаюсь вывести вас в презентацию. Еще минуту. Пока вы выводите презентацию, спасибо, Людмила. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Однозначно, когда мы говорим о нарушении прав человека, то нельзя не сказать о сегодняшней ситуации и, соответственно, как работают санкции в отношении тех людей, которые совершают нарушение прав человека. Я хочу обратить внимание наших участников сегодняшней конференции, что только за первый квартал 2021 года Россия провела 11 военных учений на территории полуострова с участием более 3800 военнослужащих и более 600 единиц боевой и специальной техники. А с марта 2021 года Россия нагнетает эскалацию конфликта, перебросив границам Украины 2 армии и 3 соединения ВДВ. Планирует разместить 110 тысяч военных и более 20 тысяч единиц военной техники, включая стратегическую авиацию. Концентрация российских сил у границ Украины является рекордной за последние годы. Напряженность растет и на море. Так, в Черном море направлены 15 кораблей Каспийской флотилии. Ряд судов данного флота оснащены пусковым комплексом «Калибр»
для запуска крылатых ракет. В результате политики геноцида крымско-татарский народ стал меньшинством на своей родине. Проводится замещение населения Крыма, используя репрессии, осуществляется запугивание крымских татар и украинцев, которые целенаправленно выдавливаются за пределы Крыма, как нелояльное к России население. Более 500 тысяч россиян завезены из России в Крым, а около 50 тысяч украинских граждан вынуждены были его покинуть. В Крыму заставляют получать российские паспорта, а людей, которые отказываются, лишают права на собственность или депортируют из Крыма. В соответствии с анализом нарушений прав человека в Крыму в 2020 году, вы видите на слайде, можно выделить следующие тенденции. Проведение обысков из-за недоносительства, задержание активистов, которые приходят поддержать политзаключенных на так называемые судебные заседания, преследование целых семей, а также жен и матерей политических узников, усиление российского законодательства и применение его в преследованиях украинских граждан, вынесение больших сроков политзаключенным Крыма и массовые случаи неоказания надлежащей медицинской помощи и ухудшения состояния здоровья политических заключенных Крыма в СИЗО и тюрьмах, а также случаи морального давления и физического насилия в отношении задержанных активистов и политзаключенных. В 2020 году зафиксированы рекордные за последние 4 года показатели по количеству арестов, задержаний, нарушения гражданских свобод и прав человека. Следующий слайд. На данный момент, в соответствии с классификацией Крымско-Татарского ресурсного центра, 230 политзаключенных и преследуемых по уголовным делам, 158 из которых крымские татары. 59 осуждены, отбывают срок в колониях на территории России, 36 из них крымские татары. 60 находятся в СИЗО, 44 крымские татары. 31 имеют ограничение или испытательный срок, 20 крымские татары. 32 преследуются, 26 крымские татары. Следующий слайд – это 55 погибших за период оккупации Крыма, 25 из них крымские татары. Ну и 21 жертва насильственных похищений за период оккупации Крыма, 15 из которых с представителей крымско-татарского народа. В нарушении 4-й Женевской конвенции проводится массовый призыв в ряды вооруженных сил России. Если люди отказываются, то в отношении них открывают уголовное производство. Действия Российской Федерации являются преступными, политически мотивированными, грубо нарушают международное право. Важнейшим инструментом, конечно же, для сдерживания агрессии Российской Федерации и продолжающихся репрессий являются санкции. В настоящее время ЕС введены санкции в отношении 95 человек и 23 юридических лиц, а в консолидированном списке финансовых санкций Великобритании 180 человек и 48 юридических лиц. До сих пор санкции ЕС в отношении Крыма применяются только в отношении лиц, причастных к нарушению украинского суверенитета и территориальной целостности, а не против тех, кто непосредственно причастен к нарушениям прав человека на оккупированном полуострове. Хочу отметить, что в списках отсутствуют судьи, следователи, прокуроры, сотрудники силовых структур, которые имеют прямое отношение к нарушению прав человека в Крыму. Поэтому эти списки можно считать неполными как в количественном, так и в качественном плане. А лица, непосредственно совершающие нарушение права человека, остаются безнаказанными. В настоящее время Крымско-Татарским ресурсным центром подготовлен список из 150 человек. Хочу привести пример 3 лиц из данного списка, и на слайде вы можете увидеть. К примеру, Абдулаев Вадим Валерьевич, руководитель следственного органа, начальник следственного отдела УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, полковник. Бурдин Артем Алексеевич, старший следователь по особо важным делам Следственного управления ФСБ России, майор юстиции. Волков
военный прокурор отдела военной прокуратуры Южного военного округа, майор юстиции. 7 декабря 2020 года Европейский парламент утвердил резолюцию о выполнении Украины соглашения об ассоциации, призвал Европейскую службу внешней дипломатии оперативно ввести в действие глобальный режим санкций ЕС в области прав человека. Европейский парламент предложил Украине последовать этому примеру и представить его украинскую версию. Крымско-Татарский ресурсный центр системно работает в направлении адаптации законов аналогов акта Магнитского с целью введения персональных санкций в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека в Крыму. Разработана методика оценки целесообразности введения персональных санкций в отношении лиц на временно оккупированных территориях, которые сотрудничают с оккупационными администрациями Российской Федерации. Данная методика может быть применена как в украинском законодательстве, а также способствовать универсальному формированию санкционных списков для международных партнеров. Мы уверены, что только при активном совместном противодействии грубому нарушению прав человека в Крыму мы сможем защитить не только коренной народ Крыма, крымских татар и Украину, но и Европу и весь мир. Спасибо за внимание. Спасибо, Эскандер. И сейчас я бы хотела передать слово Франику Вечорко. Вы с нами? Хорошо, прекрасно. Я сейчас добавляю вас в стрим. Я рада вас видеть. Я рада. Франик Вечорко, старший советник Светланы Цихановской и известный белорусский журналист. Я бы хотела спросить, Европейский Союз официально поддержал международную платформу и также то, что связано с режимом Лукашенко. Но при этом вы еще не ввели личные санкции в рамках нового глобального режима санкций ЕС. Вы знаете, с чем это связано и насколько это влияет на гражданское общество? Я имею в виду тех, кто борется за свободу в Беларуси. Есть ли какой-то прогресс в документировании нарушения прав человека режимом Лукашенко? Какие ваши рекомендации? Спасибо. Большое спасибо, Людмила. Спасибо, что вы пригласили представителя Беларуси, что Беларусь есть в рамках вашей повестки дня. Я услышал историю Крыма, и, к сожалению, Крым превращается в оккупированный Крым. Мы видим такие же проблемы, такие же факты с нарушением прав человека, пыток, которые происходят каждый день. Вы правы. Есть международная платформа, которую запустили 50 государств-членов ЕС. Изначально это были Германия, Дания, Великобритания и другие страны. Это касалось осуждения пыток, которые проходили в Беларуси, но если говорить о сборе данных, то мы знаем, что активистов преследовали, их пытали. Это ужасно, что традиционные методы не работают в Беларуси. С одной стороны, нужно собирать данные, всю информацию, а с другой стороны, те, кто в этом процессе участвуют, ощущают неимоверное давление. А также есть еще один инструмент, который должен укрепить международную платформу. Это было инициировано Советом по правам человека ЕС месяц назад. Было проголосовано за предоставление специального мандата высокопоставленному комиссару по вопросам прав человека, чтобы не только собирать информацию, но инициировать действия, чтобы нарушители привлекались к ответственности. Это новое для Беларуси.
Мне кажется, что это большой успех, который дает нам возможность, что люди не уйдут безнаказанными, что все те герои, human rights violations and breakdowns, they will appear in international courts так сказать, or герои, international которые courts under участвовали в universal нарушении прав jurisdiction. человека, что они также будут Unfortunately, привлечены all к these ответственности в procedures, they need time. международных All судах, this международной юрисдикции. possibility Конечно же, implemented для very всего slow, нужно very время, bureaucratic. потому что все I механизмы, think которые существуют, очень медленные, очень panelists and participants will забюрократизированные. know better И я знаю, about что эксперты, которые it's very участвуют в difficult данном to мероприятии, more than хорошо об этом знают, что мы не можем ожидать быстрых результатов. Это вопрос будущего. И санкции ЕС должны помочь в этом вопросе, потому что на самом деле это более быстрый механизм, чем Международный суд в Гааге, который может забрать 5-10 лет. И на самом деле, к сожалению, в отношении Беларуси санкции, которые были приняты, недостаточно. Людмила, вы спрашивали, какая причина. С одной стороны, проблема заключается в том, что не хватает политической воли, а с другой стороны, не хватает, даже это не нехватка освещения в СМИ, а, в общем-то, нежелание СМИ это освещать из-за давления. И на самом деле еще одна проблема есть, потому что СМИ, они очень быстро устают от таких тем, как Крым, Беларусь, Армения и так далее. И на самом деле тут есть большая проблема. Я как представители Европейского Союза смогут быстро отреагировать. У меня нет на самом деле ответа на это. Если мы говорим о санкциях США, решения принимаются гораздо быстрее. Недавно мы прочитали, что США выдвинула новые санкции против России, и для международной платформы это очень быстрая реакция. Но это, к сожалению, уникальный случай. Когда мы говорим о не таких крупных странах, о не таких больших проблемах, к сожалению, как США, так и ЕС реагируют медленно. Здесь у меня нет, к сожалению, решения, и я бы хотела бы привлечь других участников панели к обсуждению. Да, понятно, но я думаю, что совместное сотрудничество, обсуждение в этой сфере, когда объединяются представители разных стран, смогут повлиять на официальных представителей ЕС, на чиновников ЕС, потому что на самом деле это на самом деле не первая ситуация. Мы слышим от чиновников ЕС, что санкции должны использоваться как уже последний инструмент, что они не используются как превентивные меры, когда чтобы ситуация не выходила из-под контроля. Спасибо за вашу презентацию. Хочу передать слово Барлыку, потому что такая же ситуация в Казахстане. Барлык, если вы можете выступить и рассказать нам о том, как вы это видите, потому что мы слышали, как Франк говорил о том, что, к сожалению, эти механизмы, они очень медленные. Например, когда дело касается санкций. Можете вы рассказать о текущей ситуации, ситуации с нарушением прав человека в Казахстане и о процессе лоббирования, внедрения индивидуальных санкций? Большое спасибо за предоставленную мне возможность рассказать о нарушении правах человека в Казахстане. Как вы знаете, 11 февраля Европарламент принял срочную резолюцию по правам человека в Казахстане. Одна из рекомендаций резолюции заключалась в том, чтобы рассмотреть вопрос о применении персональных санкций к виновным в массовых нарушениях прав человека. Основной причиной режима санкций ЕС против чиновников Казахстана стало массовое преследование мирных демонстрантов и пыток. Только за последние 4 года более 8500 человек подверглись политическим преследованиям за участие в мирных протестах, оппозициях. Эти репрессии, эскалация которых продолжается и сегодня, достигли своего пика в декабре 2011 года. Тогда мирные протестующие в Жанаозене были застрелены полицией Казахстана. Сотни людей были замучены и исчезли. Десятки приговорены к политическим тюремным срокам.
Все виновные, которые отдавали приказы о расстреле людей, о применении пыток, остались безнаказанными. И они продолжают репрессии в Казахстане и сегодня. В настоящее время в Казахстане уже совершено 5 политических убийств, 27 политзаключенных и 28 осужденных по политическим мотивам, с запретом на общественную и правозащитную деятельность. Есть 3 женщины политзаключенные: Нургуль Каулова, Асель Алабекызы и Диана Баймагамбетова. Каждой из них грозит до 17 лет лишения свободы. Но все, в чем они виноваты, это сбор гуманитарной помощи для политзаключенных и требования внедрения санкций за нарушение прав человека. Большинство политзаключенных преследуются за требования ввести персональные санкции в отношении нарушителей прав человека в Казахстане. По этой же причине 103 человека преследуются в уголовном порядке, 12 находятся под домашним арестом. Вот почему мы крайне обеспокоены, когда некоторые дипломаты, особенно представитель ЕС, посол Питер Буриан, говорят, что еще рано вводить санкции в отношении официальных лиц в Казахстане. Мы не хотим ждать новых массовых расстрелов и жертв политических убийств. Жители Казахстана хорошо помнят расстрелы в Жанаозене и жертв пыток режима Назарбаева. Мы похоронили 5 ведущих правозащитников в Казахстане в 2020 году. Я бы хотел всем вам напомнить, что в мировой практике нет примеров, когда диктаторский режим сам отказывается от репрессий против своего народа. Поэтому мы говорим, что это диктатура. Активисты гражданского общества единственные, кто сдерживают китайскую экспансию. Единственные, кто борется за демократию в Казахстане. Мы не хотим ждать геноцида или сравнивать Казахстан с тоталитарным, с Северной Кореей. Напротив, мы не хотим стать второй Северной Кореей. Как народы России, Беларуси и Украины, мы за активные персональные санкции. Санкции — это очень важный инструмент для предотвращения новых массовых трагедий. Спасибо за ваше внимание. Спасибо, Барлик. И сейчас я сразу переключаюсь на Бото. Вы с нами? Включите, пожалуйста, микрофон. Бот, адвокат и правозащитник, сестра бывшего казахстанского политзаключенного Искандера Римбетова. И на самом деле Барлик рассказал нам о ситуации в Казахстане. Он говорит, что те люди, которые должны преследоваться за убийство мирных протестующих, на самом деле остаются безнаказанными. Кому и почему следует применять персональные санкции? Насколько персональные санкции эффективны в случае с Казахстаном? Существуют разные мнения, говорят, что санкции не всегда эффективны, что они могут не иметь значительного влияния. Вы можете привести другие примеры других стран, где персональные санкции действительно привели к реальным реформам или где нарушители прав человека понесли действительно ответственность? Я бы хотела поприветствовать всех. Большое спасибо за возможность сегодня выступить перед вами. Как говорила Людмила, я хочу показать вам видео для того, чтобы продемонстрировать мой сегодняшний посыл. 75 миллионов, Швейцария, Испания, около 100 миллионов долларов.
Швейцария 113 миллионов долларов. Великобритания 214 миллионов долларов. Великобритания 70 миллионов долларов. Франция 34 миллиона долларов. Великобритания 72 миллиона долларов. Чехия 1,4 миллиона долларов. Штаты 20,2 миллиона долларов. Франция 76 миллионов долларов. Штаты 20 миллионов долларов. Какие-то проблемы, я думаю, что видео закончилось, но это общая идея. На самом деле, вы не подумайте, я не рекламирую собственность, где это собственность в разных европейских странах. Они принадлежат членам семьи Нурсултана Назарбаева, бывшего президента Казахстана. Это только небольшая часть того, чем они владеют за пределами Казахстана. Назарбаев создал коррумпированный клепроктический автократический режим. Нурсултан Назарбаев вроде бы не является больше главой государства, но в существующей системе Назарбаев вместе со своими приверженцами консолидировал всю власть. Даже после отставки он сохранил всю власть в стране. И вы видите, что Токаев продолжает политику Нурсултана Назарбаева, как это было описано предыдущим спикером. Токаев не является независимой политической фигурой Казахстана. То есть сейчас у нас есть система, диктаторская система, которая остается безнаказанной, которая владеет собственностью за пределами Казахстана. И говорят, что Путин, в общем-то, хочет перейти к такой же системе. Назарбаев и его окружение пользуются коррупцией и нарушениями прав человека в Казахстане. И, конечно же, они готовы сделать все возможное, чтобы сохранить эту власть. И в Беларуси мы видим сейчас пример, как дорого для населения стоят попытки устранить диктатора. Гбарек говорил, что ЕС рассматривает введение целевых санкций. И мы снова и снова повторяем, пожалуйста, ЕС, рассмотрите эту возможность. Назарбаев и Карим Масимов, генеральный прокурор Гизат Нурдайлутов и министр иностранных дел Ирлан Тургумбаев должны быть целями этих санкций. Конечно же, этот список гораздо длиннее, но это ключевые нарушители прав человека в Казахстане. Нужно сказать, что режим в Казахстане довольно чувствительный, когда дело касается критики со стороны Запада о том, что в стране нет демократии, нарушаются права человека. Назарбаев и его приспешники боятся западных санкций. Почему они боятся, вы видите на экране. Потому что они финансируют свои активы в ЕС. Они клептократы, и есть примеры из других стран, конечно же, и они не хотят потерять то, что они украли. Они не хотят хранить свои активы, деньги в авторитарных России и Китае. Они хотят вкладываться в ЕС, и при этом они не доверяют российской либо китайской политической системе. Они знают, где лучше прятать свои деньги. В то же время нужно сказать, что несмотря на страх санкций, режим в Казахстане не принимает никаких шагов для того, чтобы в стране восторжествовало верховенство права. Режим Назарбаева продолжает пропаганду, где рекламируются какие-то поверхностные улучшения, которые замещают реформы, неправдивая информация, коррупция, все остальное, все это характеризует Казахстан. Почему? Потому что нет никаких личных последствий для нарушителей прав человека в Казахстане. И на самом деле дипломаты ЕС наивные, потому что они верят пустым обещаниям,
которые делают чиновники Казахстана. И дипломаты говорят о ценностях, но это игнорируется, когда они сами что-то инвестируют, есть торговые инвестиции в Казахстан. Последние уже много лет мы слышим только пустые обещания, при этом ситуация в Казахстане ухудшается. И нам нужен очень быстрый механизм привлечения к ответственности, о чем уже говорил Франек. Поэтому важно дать понять власти Казахстана, чтобы они перестали притворяться, что они участвуют в диалоге. И если ЕС будет использовать ключевые санкции против ключевых нарушителей прав человека, если они будут создавать действительно какие-то серьезные стимулы для того, чтобы режим выполнял свои международные обязательства в отношении прав человека, это поможет бороться с потоком также нелегальным, не только в нашей стране, но и нелегальным потоком денег в ЕС. Это пример Владимира Плахотнюка, прошлогодние санкции. Владимир Плахотнюк, представитель Молдовы. Он формально, на самом деле, не являлся, не занимал никакую должность в стране, но при этом он захватил Государственный институт Молдовы, скомпрометировал демократические институции Молдовы. Вы видите информацию на экране. После того, как санкции были введены против Плахотнюка, в Молдове прошли выборы, где Майя Санду, представитель оппозиции, смогла не только принять участие, но и выиграла. А в Казахстане никогда не проводили свободные, честные выборы. Поэтому я прошу ЕС, дайте, пожалуйста, шанс нашему обществу, введите санкции против Назарбаева и его приспешников. Нам нужны быстрые механизмы. Большое спасибо. Спасибо, Бота. Слышу свой голос. Постоянно возникает эхо. Постараюсь это исправить, сейчас уже все хорошо. Итак, я бы хотела передать слово еще одному важному спикеру с точки зрения географии и с точки зрения сложного случая Китая. Это Джой Сио, консультант Hong Kong Watch. Пожалуйста, поделитесь с вами вашими наблюдениями, тем, чем вы обеспокоены. Потому что довольно сложная ситуация с Гонконгом. Очень много активистов борются за свободу и соблюдение прав человека. И в то же время Китай — это нелегкое, непростое государство, потому что Китай также накладывает ответные санкции против политиков США и ЕС. И очень важно также использовать очень быстрый механизм, о чем говорил Франек и другие выступающие, для того, чтобы остановить эту безнаказанность и поддержать тех, кто пытаются вводить реформы и проводить реальные выборы. Для Гонконга это очень важно, и я знаю, что есть инициатива депутатов Европарламента о поддержке Гонконга в том, что касается внедрения персональных санкций в отношении тех, кто несут ответственность за нарушение прав человека, они несут ответственность за переписывание избирательной системы Гонконга, что приводит к нарушению его международных обязательств. Как вы понимаете этот механизм глобального режима санкций за нарушение прав человека ЕС? Как его применять? Зачем? Большое спасибо, что пригласили меня. Я рада, что у меня есть возможность поделиться с вами последней информацией касательно ситуации в Гонконге.
и также принять участие в таком крайне важном обсуждении с другими заинтересованными лицами, которые выступают за реализацию санкций Магнитского, а также привлечение к ответственности нарушителей прав человека по всему миру. Я начну с описания ситуации в Гонконге. Да, пожалуйста. Борьба за демократию в Гонконге развернулась в 2019 году. В рамках этого процесса практически каждый день мы видим высокий уровень враждебности в Гонконге. Во время каждой демонстрации и каждого протеста полиция необоснованно применяет оружие по отношению к протестующим. Мы также наблюдаем целенаправленные атаки и нападения не только на протестующих, но и журналистов и сотрудников экстренных служб, которые даже не принимают участие в протестах, а наоборот стараются успокоить ситуацию в Гонконге. С 2019 года мы наблюдаем полицейский беспредел, который сопровождается политическим давлением со стороны правительства. Видя, что протестующие не собираются подчиняться, правительством Пекина в июле 2020 года был принят закон о защите национальной безопасности, в котором предусматриваются 4 важных элемента, включая свержение строя, терроризм и сговор с военнослужащими иностранных государств. Правительством и Департаментом национальной безопасности Гонконга уже был осуществлен ряд арестов, в том числе за использование плакатов с символами, связанными с протестами. Мы также наблюдаем аресты юристов, ученых, иностранных граждан и владельцев медиакомпаний, например, Джимми Лая. Кроме этого, имеют место беспрецедентные массовые аресты 47 ключевых лидеров демократического движения в Гонконге по обвинению в подрыве государственной власти. Им не только грозит до 10 лет заключения, но и перспектива экстрадиции на материковую территорию Китая, где их судьбу будет решать коррумпированная судебная система Китая. Это те события, которые в последнее время вызывают наибольшую обеспокоенность в Гонконге. Кроме всех этих арестов, которые Департамент национальной безопасности Гонконга выполняет по указке правительства Пекина, мы наблюдаем и другие рычаги давления, например, изменения в избирательной системе Гонконга. Так, несколько недель назад Всекитайским собранием народных представителей, своего рода парламентом в Пекине, была принята резолюция об изменении избирательной системы Гонконга. По сути, в результате данных изменений кандидаты от демократических сил не смогут более принимать участие в выборах или занимать государственные посты. Таким образом, Китай фактически продолжает препятствовать лидерам демократических сил в принятии участия в узаконенных выборах в Гонконге. И это то, что мы все наблюдаем. Впервые с 1997 года понятие «одна страна, две системы» вообще не упоминается в ежегодном отчете председателя Народного политического консультативного совета Китая. Кроме этого, изменилось определение Гонконга. Теперь это не Гонконг, которым управляют сами гонконгцы, а Гонконг, которым управляют патриоты. Пекин дает очень важный сигнал, что широкая автономия и курс «одна страна, две системы» более не действуют. Во время передачи территории китайским правительством был дан ряд обещаний. Например, соблюдать права граждан Гонконга и ценности граждан Гонконга. Более того, эти обещания были даны не только Гонконгу, но и британскому правительству, а также международному сообществу. Китайским правительством было дано обещание соблюдать все ключевые ценности Гонконга, обеспечивать права и свободы граждан Гонконга. Однако, очевидно, что в условиях непрекращающегося посягательства на Гонконг после 1997 года
когда произошла передача территорий, ни одно обещание, данное правительством Китая в 1997 году, выполнено не было. Даже наоборот, народ Гонконга был лишен фундаментальных прав и свобод, таких как свобода собраний, чтобы просто выразить свои политические взгляды, или простое участие в выборах в Гонконге. Действия Коммунистической партии Китая нарушают права человека не только в Гонконге, но и в других регионах Китая. Например, стерилизация, организованное сексуальное домогательство, принудительный труд. Все это постоянно происходит в так называемых лагерях перевоспитания в Восточном Туркестане. Коммунистическая партия Китая продолжает преследовать лидеров оппозиционного движения в изгнании. Последние регулярно получают угрозы, практически ежедневно. Даже покинув территорию Китая, они живут в постоянном страхе. Они боятся, что их похитят и вернут обратно в Китай, где их судьбу будет решать местная судебная система, или что их отправят в лагеря, где уже находятся члены их семей и друзья. Возвращаясь к санкциям или законам Магнитского, я бы сказала, что такой механизм или внедрение целенаправленных санкций в отношении должностных лиц Китая или Гонконга станет наиболее эффективным и наиболее быстрым способом привлечения к ответственности тех чиновников, которые принимают участие в нарушении прав человека. Это будет быстро и эффективно. Однако существует много трудностей. Сейчас мы видим, что США, Великобритания и, что внушает надежду, Европейский Союз вводят санкции в отношении конкретных должностных лиц Китая за совершение геноцида в Восточном Туркестане. Мы видим санкции образца закона Магнитского в отношении должностных лиц материковой территории Китая и Гонконга, а также тех, кто работал в департаменте по вопросам автономного региона Синьцзян. Большинство санкций направлены на тех, кто непосредственно принимал соответствующие решения, связанные с нарушением прав человека. Однако, как я уже говорила, упомянутые выше страны сталкиваются с целым рядом трудностей и препятствий, когда пытаются вводить такого рода санкции в отношении должностных лиц Китая. Мы все понимаем, что Китай на сегодняшний день одна из сверхдержав, обладающая значительными богатствами и ресурсами. Странам, которые планируют выступать против нарушений прав человека Коммунистической партии Китая, будет нелегко, потому что мы все понимаем, на какие экономические и политические жертвы им придется пойти при введении санкций в отношении конкретных должностных лиц Китая. Мне кажется, что для нас, особенно для стран с более развитой экономикой или обладающих большим политическим весом в мире, крайне важно взять на себя роль лидера в поиске союзников и способствовать тому, чтобы страны выступали единым фронтом, не только в том, что касается введения целенаправленных совместных согласованных санкций в отношении должностных лиц Китая, но также и в том, чтобы стать поддержкой друг для друга. Ведь мы видели примеры введения Китаем ответных санкций. Например, всего несколько дней назад правительство Китая объявило о санкциях в отношении конкретных членов парламента Великобритании, а также определенных членов парламента и должностных лиц США. Из прошлого опыта мы также знаем, что Китай будет оказывать огромное политическое давление, а также накладывать экономические ограничения в отношении стран, которые готовы выступить против нарушений прав человека Коммунистической партии Китая. Примером может служить необоснованный экономический терроризм в отношении Австралии, а также экономическое давление и экономические ограничения в отношении Норвегии, только за то, что там прошла церемония вручения Нобелевской премии мира, и награды был удостоен один из самых выдающихся правозащитников Лю Сяобо. Поэтому мне кажется, что таким странам, как США, Великобритания, а также Европейский Союз как единое целое, очень важно выступать лидерами в поиске союзников и координации совместных действий, а также поддерживать друг друга и те страны, которые пострадают от ответных экономических санкций Китая.
Кроме того, как уже отмечали другие докладчики, на установление и оценку случаев, а также согласование санкций в отношении определенных лиц уйдет много времени. Более того, пройдет какое-то время прежде, чем эти санкции возымеют эффект. Также будет практически невозможно ввести санкции в отношении каждого отдельного лица или института, имеющего отношение к нарушениям прав человека, например, Россией или Китаем. Поэтому, учитывая все эти ограничения, связанные с наложением санкций, для нас, когда дело касается России или Китая, очень важно подумать и отразить в своей стратегии профилактические меры, которые мы можем принять для предотвращения нарушений прав человека в будущем, чтобы мы могли полагаться не только на существующие механизмы введения санкций или существующие механизмы введения санкций по образцу закона Магнитского. Это вся информация, которой я хотела сегодня с вами поделиться. Большое вам спасибо. Спасибо большое. И сейчас я бы хотела отдать одному из депутатов итальянского парламента, члена специальной комиссии по правам человека Сената Италии, итальянской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы, Роберто Рампи. Роберто, вы уже выслушали представителей разных стран, и сейчас мы переходим постепенно к тому, что мы можем делать, что международные организации, члены парламентов могут делать в этой сфере. И вы также инициировали итальянскую версию глобального закона Магнитского, и вы один из самых ярких представителей нашего общества. И скажите, пожалуйста, как можно усилить голоса правозащитников в тех авторитарных странах, где гражданское общество все чаще требует личных санкций? Как представители различных парламентов могут поддержать таких людей? Пожалуйста, поделитесь своими идеями. Спасибо. Да, большое спасибо, Людмила, за вашу работу, за такое важное мероприятие, потому что я считаю, что часть ответов лежит в мероприятиях, сходных с этим. Сегодня мы являемся представителями различных стран, и мы являемся активистами, и мы занимаемся различными проблемами прав человека, и также представляем различные неправительственные организации, которые работают друг с другом. И если вы помните нашу первую встречу, которая была некоторое время назад, когда мы пытались переводить на итальянский санкции в рамках закона Магнитского, мы очень много работали, что привело к важным изменениям. И идея, что Европейский Союз может использовать санкции, сходные с законом Магнитским, тогда казалась невероятной. Мы даже не представляли, что такое возможно, когда начинали нашу работу. Очень много правозащитников тогда начали заниматься этим вопросом в разных странах. Поэтому очень важно понимать, будет ли действительно глобальное влияние, транснациональное влияние. Нам нужно понимать, что права человека — это не проблема одной или двух стран. Это не проблема, которая является внутренней для той или иной страны, о чем иногда говорят некоторые политики, что это может быть связано с идеологией, либо с какими-то верованиями. Права человека — это то, что мы строим все вместе. Никто не может говорить, что это не важно. Санкции, конечно же, это очень важный инструмент для продвижения прав человека, но очень важно
устанавливать связи с людьми, с гражданским обществом, с политиками, с депутатами парламентов. И очень важно понимать, что у нас есть возможность защиты прав человека, потому что нет такой страны, нет такой экономической модели, которая может работать без учета прав человека. И я действительно верю в то, что у нас есть возможность защиты прав человека во всех странах. Ключевым моментом тут является понимание, и сегодня мы на самом деле слышали разных представителей разных стран, и нужно, чтобы люди понимали, что у них есть две возможности. Либо они принимают решения о том, чтобы действительно соблюдать права человека, либо в противном случае они потеряют свою власть, потому что нет ни сохранения прав человека, ни свобод в их стране. Для того, чтобы было это понимание, нам нужно расширять нашу сеть и вести открытый диалог с различными организациями, представителями. Хорошим примером является Глобальный комитет верховенства права и другие организации и ассоциации, которые сотрудничают друг с другом. И я верю, что мы должны продвигать свою идею прав человека. И в завершении своего выступления нужно понимать, чтобы каждый из нас четко представлял, что мы можем сделать. И когда мы обсуждаем этот вопрос вместе, когда мы впервые это обсуждали, когда Элеонора, Паула, Лаура говорили о законе Магнитского, когда мы пытались понять, каким образом мы можем внедрить схожий закон в Италии, мы не могли представить, что сегодня мы уже будем обсуждать этот вопрос с целым рядом стран, которые уже включают такие санкции в свою политику, внешнюю политику. Роберто, есть вопрос к вам. Все наши предыдущие спикеры говорили о том, что санкции обычно запаздывают, что это должен быть профилактический механизм, например, как в Беларуси, в России, оккупированный Крым, Казахстан, Китай. Уже там есть проблема. Мы знаем, что там уже существуют проблемы. То есть это самый большой вопрос. Каким образом, когда внедрять эти санкции? Да, я понимаю этот вопрос, и нужно также иметь четкое представление, что санкции помогают в том, чтобы люди понимали, что есть целый ряд ситуаций, когда будут использоваться такие санкции, таким образом, чтобы все страны понимали, что если они попытаются что-нибудь такое сделать, против них будут внедрены санкции. И чтобы действительно санкции имели профилактический характер и предотвращали такие действия в других странах. Я полагаю, что через несколько лет, что будет понимание, что нарушение прав человека повлечет за собой санкции. Но у нас есть Беларусь, у нас есть Россия, у нас есть оккупированный Крым, Казахстан. И вы видите, что там все остается безнаказанным на протяжении уже не одного года. То есть это открытый вопрос. Когда? Да, это хороший вопрос. И еще один вопрос, о чем я уже говорил раньше, это касается нашей работы в Совете Европы, о которой вы хорошо знаете. Я верю в силу взаимодействия между разными странами и в силу диалога. Ваша организация называется «Открытый диалог», и действительно это очень хорошее название для такой организации, потому что я полагаю, что в каждой стране
есть люди, которые могут понимать важность сохранения прав человека и могут пытаться изменить ситуацию. То есть нам нужно все время подчеркивать важность диалога. Хорошо. Большое спасибо, Роберто. И сейчас я бы хотела передать слово Элеоноре, Итальянской Федерации прав человека. Элеонора, вице-президент Итальянской Федерации прав человека, наш партнер и один из авторов подкаста «Сделано в рабстве». Давайте обсудим с международной точки слабые места нового режима глобальных санкций ЕС, что можно сделать, что можно улучшить, чтобы этот механизм был не таким медленным, чтобы он был эффективным и более прозрачным. Также можете ли вы кратко осветить репрессии в санкции, потому что Джусью уже много сказала, но, возможно, у вас есть дополнительная информация касательно этого вопроса, что можно сделать в такой ситуации в отношении нарушителей. Спасибо, Людмила, за то, что вы меня представили. Спасибо за спикеров, которые у нас есть сегодня. Когда мы говорим о нарушениях прав человека, авторитарных режимов, как в Беларуси, Казахстане, Российской Федерации и Китае, мы говорим о систематическом нарушении прав человека в отношении политических оппонентов, адвокатов, журналистов. И на самом деле для нас важно, почему нарушители остаются безнаказанными. Мы знаем, что нужны эффективные инструменты для того, чтобы бороться с этим, и санкции Магнитского демонстрируют о том, как можно бороться с такими нарушениями. И также это может быть инструмент, который способствует переходу к демократии. Законодательство Магнитского используется сейчас в ряде стран, но страны также внедряют это по-разному, и это влияет на общую ситуацию. В декабре ЕС был принят глобальный режим санкций за нарушение прав человека. И, конечно же, мы рады, что у нас есть такое новое законодательство, однако существует также достаточно много недостатков. Первое. Санкции ЕС требуют абсолютного, а не квалифицированного большинства. И действительно, этого тяжело достичь. Это снижает потенциальную эффективность таких санкций, особенно в том, что касается составления списков. Также в законодательстве не упоминается коррупция, а мы знаем, насколько важный коррупционный элемент в нарушении прав человека. Коррупция подрывает верховенство права, стабильность правительства в странах. И третий момент, то, что неправительственные организации, гражданское общество, и мы часто говорим о гражданском обществе в этом обсуждении, не позволяют буквально указывать пальцем на нарушителей прав человека, потому что эту инициативу берут на себя государства. И мы считаем, что должен быть инструмент, который дает возможность как отдельным лицам, так и гражданскому обществу выявлять случаи нарушения прав человека и собирать информацию и доказательства. Государства, члены согласились также о внедрении санкций в отношении представителей России, которые были задействованы в деле Навального. И также это касается тех лиц, в отношении которых Навальный проводил коррупционные расследования. Также мы знаем ситуацию в Синьцзяне, в Китае и Великобритания, Канада. ЕС также внедряли санкции против официальных представителей Китая. И очень важно понимать, насколько страны могут сотрудничать друг с другом. Однако Великобритания, Канада, ЕС, они не принимали санкции против основных нарушителей прав человека в Китае.
как, например, США. И для чего я об этом говорю? Потому что сотрудничество стран является очень важным элементом. Это касается также составления списков для того, чтобы ответственность несли все нарушители прав человека. В 2016 году это является темой моего подкаста. Уйгурское меньшинство было переселено из тибетского региона, и с 2016 года очень много людей, они действительно просто исчезли в целом сети аттракционных лагерей. И все понимают, что Китай сейчас ведет геноцид, включая культурный геноцид против уйгурского меньшинства. И людей заставляют отказаться от религии, от языка, их подвергают пыткам. И также есть свидетельства о том, что людей используют для пересадки органов и массовая фертилизация женщин. И официальная кампания государства переходит в новую фазу. И есть свидетельства о том, что в Синьцзяне также используют труд на фабриках. И в своем подкасте я собираю информацию, которую я получаю от разных экспертов, от Австралийского стратегического политического института и Гульба Жалинова в Казахстане, которая провела 15 лет в одном из этих контрацепционных лагерей Китая. И я стараюсь собирать информацию обо всех этих нарушениях. Исследователи, академики, журналисты, неправительственные организации делают очень важную работу, поэтому очень важно включать в процесс выявления нарушений гражданское общество. Если мы хотим, чтобы ЕС действительно стал глобальным игроком в защите прав человека, нам необходимо, чтобы люди, которые ответственны за систематическое нарушение, несли ответственность в полном объеме, чтобы это не касалось только и каких-то отдельных лиц. Это касается также коррупции, вымывания денег из страны в другие страны. Большое спасибо. Большое спасибо, Элеонора. И сейчас я бы хотела дать слово Лауре. Лаура, вы с нами? Пожалуйста, включите микрофон. Лаура Харт, координатор научного совета имени Марка Панеллы, Глобального комитета за верховенство права. Вы также работаете очень много в сфере реализации принятия глобального, так называемого глобального закона Магнитского в разных странах. Вы можете более детально рассказать про новый глобальный режим санкций ЕС за нарушение прав человека, как ЕС пришел к его принятию, и также какие следующие шаги. Все мы, особенно наши зрители, спрашивают, возможно ли, чтобы официальные представители, например, мэры городов включались в список санкций, то есть люди не понимают, на каком уровне будут вводиться эти санкции. Пожалуйста, как-то коротко об этом. Да, я попытаюсь. Большое спасибо, Людмила. И большое спасибо предыдущим спикерам. Это очень важная информация, что, например, как Роберто Рампи, прав мы не можем говорить о том, что все общества идеальны, нужно учитывать такие происшествия в разных странах. Но мы видим очень большую разницу в отношении определенных стран, и я полностью с вами согласна, когда Роберто говорит о том, что нам нужно устанавливать диалог. Но также необходимо помнить, что идея, что экономическое развитие, экономическое процветание может приводить к улучшению ситуации с правами человека в стране.
И мы видим рост сотрудничества между авторитарными режимами. Мы видим также, как это влияет на работу в ООН. Например, Совет по правам человека и другие институции в рамках ООН, которые были установлены для защиты прав человека и улучшения ситуации прав человека, они блокируются большинством, которое формируется этими авторитарными странами. И Билл Браудер, и также покойный сенатор Маккейн были гениями в разработке механизма, и они назвали это законом Магнитского. Нужно помнить о тех, кто, собственно говоря, способствовал развитию нового инструмента. Я не эксперт, чтобы полностью ответить на ваш вопрос, Людмила. Но как мы пришли к этому, наверное, это было связано с теми уроками, которые мы выучили в последнее время. Господин Рампи говорил уже об этом. И после того, что происходило в США, Европейский Союз, мы увидели в Европейском Союзе, что есть желание работать в этом направлении. И Роберто сделал соответствующее предложение, например, в Италии, но я помню ситуацию в Нидерландах, и на самом деле правительство Нидерландов передало это предложение в Европейский Союз, и на самом деле оно частично заблокировало дальнейшее обсуждение в национальных парламентах, потому что идея была в том, что если у нас будет скоординированный механизм на уровне Европейского Союза, это было непонятно, должно ли это было быть в юрисдикции отдельных стран, либо на уровне Европейского Союза. И мне кажется, что Билл Браудер и также российские оппозиционные лидеры об этом говорили. Я помню, что на пресс-конференции, когда был арестован Алексей Навальный, и также многие выступили за то, чтобы все-таки были внедрены санкции отдельных стран. Потому что если мы говорим о рамке ЕС, то там должно быть абсолютное большинство в отношении принятия санкций. Это очень сильно ограничивает данный механизм. И в первой фазе я была удивлена, особенно это касается Китая, что есть определенные, правда, ограниченные санкции в отношении представителей Китая. Я этого не ожидала, но также мы увидели, что это стало возможным через координированные действия Великобритании, ЕС, Канады и ЕС. И поэтому для нас очень важно понимать, что если ЕС хочет стать действительно глобальным игроком, если мы говорим о стратегической автономии, когда мы переходим к внедрению каких-то санкций, нам нужна поддержка других стран, например, США. То есть нужно об этом помнить, поэтому нам нужно координировать наши действия с гражданским обществом, с разными юрисдикциями для того, чтобы продвигать наши идеи. Потому что на самом деле мы все можем назвать тысячи имен, но мне кажется, что для того, чтобы нам нужно обеспечивать эффективность данного процесса. Вы говорили, спрашивали, на каком уровне вводятся санкции. Мы бы хотели, чтобы это были высокопоставленные лица. Также Госдепартамент открыто информировал о возможностях, и они говорили о внедрении санкций, которые могут действительно изменить ситуацию на местах. То есть сейчас не говорится о том, чтобы расследовать более старые дела, что необходимо внедрять механизмы, также которые помогают бороться с этими нарушениями. И, конечно же, мы не можем ожидать о внедрении санкций против президента, но это должны быть высокопоставленные лица для того, чтобы реально изменить ситуацию на местах. То есть первый момент — это сотрудничество и координированная деятельность разных стран. И сейчас я бы хотела вернуться к тому, о чем говорил Франек. Это ситуация политической воли.
масштаб и также привлечение СМИ к освещению этих вопросов. И мне кажется, это действительно очень важный момент в рамках ЕС. Это то, что даже возникает проблема в том, чтобы предлагать кандидатов в список санкций. Тут наши возможности ограничены. И у гражданского общества также ограниченные возможности в освещении этих имен. То есть нет какого-то четкого понимания, как это работает. И что мы также видели, что СМИ очень быстро устает от таких новостей, и действительно из-за этого через СМИ очень ограниченное влияние на этих людей. Хотя Европейский парламент, он больше внимания уделяет этим вопросам. И у вас, наверное, все-таки, как у представителей гражданского общества, больше опыта в лоббировании своих интересах в этом направлении, в том, что касается защиты прав человека. И нужно понимать, каким образом оказывать давление на Европейскую комиссию, чтобы включались имена в списки. Такие организации, как Гонконг Watch, довольно эффективны в этом процессе. И последний момент — это то, каким образом бороться с нашим разочарованием, потому что каждый день мы просыпаемся, новости становятся хуже и хуже, и режимы, авторитарные режимы набирают обороты в том, что касается репрессий. И на самом деле страны, где есть верховенство права, чувствуют разочарование в том, что происходит в авторитарных странах. И нам необходимо, чтобы наши правительства, они были более последовательными в своей деятельности. И, например, мы можем говорить о проекте «Северный поток-2», об инвестициях Китая, и то, что ЕС и некоторые страны, о которых я не буду говорить, но которые все знают, чтобы они также не сотрудничали с этими режимами. То есть нам нужно быть более последовательными в том, что мы делаем. И если мы говорим о стратегической автономии, но, конечно же, никто не хочет, чтобы им руководил какой-то кукловод, но если бы не США, которые говорили о сложностях в данном проблеме, было бы сложно изменить подход Европейского Союза. То есть мы сталкиваемся с традиционными вопросами в рамках жизни Европейского Союза, когда мы говорим о продвижении ценностей и прав человека за границей, которые являются ключевыми элементами внешней политики ЕС. У нас возникает глобальный игрок, который четко указывает на проблемы, которые существуют. Но при этом такое возникает ощущение, что мы не в состоянии это сделать в данный момент. И как все говорили, нам нужно объединяться, нам нужно обсуждать данные вопросы, нам нужно координировать наши действия как важный шаг. Спасибо. Спасибо, Лаура. И сейчас я бы хотела дать слово Дэвиду Донату Катину, генеральный секретарь парламентария за глобальные действия. Пожалуйста, вы можете дать небольшой обзор касательно роли вашей организации, потому что очень важно, чтобы были парламентарии, которые имеют глобальное мышление и действовали на глобальном уровне. Лаура и другие спикеры говорили об этом. И вы можете рассказать о взаимосвязи между адресными санкциями и судебными преследованиями в случаях серьезных нарушений прав человека, как можно квалифицировать такие преступления, как международные преступления. Спасибо большое, Людмила. И я действительно очень рад сегодня быть с вами. И я действительно впечатлен выступлениями ваших коллег, которые говорят непосредственно о ситуациях на местах, в том, что касается Гонконга, ситуации в Китае, Казахстане, Беларуси, Украины. И действительно, я впечатлен вашей работой. И, Людмила, если вы позволите, я бы хотела немножко додать оптимизма нашей встрече. Да-да-да, это то, что нам нужно.
И сейчас у нас есть новый президент США, и мы видим, что глобальные права человека являются частью международной политики. На самом деле это не так часто. Последний раз, наверное, этим занимался Джимми Картер, в общем-то, после катастрофы Вьетнама. И мы видим действительно, как включая то, что сейчас происходит в ЕС. И мы сейчас понимаем, что главная угроза нашему выживанию в том, что касается цивилизации, это места такие, как Саудовская Аравия, то есть что это не какие-то сумасшедшие сети терроризма. И решение продавать оружие в Саудовскую Аравию, которое там используется, оно действительно может быть эффективным. И мы говорим о преступлениях против человечества, нарушении прав человека, и мы видим, какой уровень внимания мировое сообщество сейчас уделяет Эфиопии, где очень много диктаторских режимов. И Нобелевская премия мира была передана премьер-министром, и сейчас мы видим, что там происходят репрессии тысячи человек, которые могут выступать после режима. То есть очень сложная ситуация, очень много причин беспокоиться. Но есть какие-то элементы, которые... У нас есть очень развитая сеть защитников прав человека, которые не представляют какой-то комитет или политические партии. Единственное требование, чтобы они были представителями демократических стран или стран, которые находятся в стадии перехода к демократии. Вместе с Антонио Станго мы 30 уже лет знакомы, мы работали в движении за создание Международного суда по борьбе с уголовными преступлениями. Эмма Бонина были с нами, и мы запускали мировую кампанию. До того, когда были приняты решения о трибуналах в отношении происшествий в Югославии. Это были 99-е годы, когда Пи-Джей запускали эту действие. И тут я бы хотел сказать, что сейчас в парламентариях за глобальных действий у нас больше 1000 членов из более 100 стран. И я хочу сказать, что санкции действительно это очень важный механизм, но нужно делать больше, чтобы бороться с безнаказанностью. Например, если говорить о том, что может делать Европейский Союз, мы можем замораживать активы олигархов на Сардинии, или, например, как в видеопрезентации мы видели собственность. Но при этом они спокойно могут ездить в Италию. Они отпуск проводят в Италии, и у нас нет какого-то закона, национального закона, чтобы они отвечали за свои преступления, за насилие, за пытки и так далее. В этом случае санкций недостаточно, потому что мы говорим здесь о безнаказанности и о том, что необходимо привлекать к ответственности этих нарушений для того, чтобы продвигать идею защиты прав человека. То есть нам в ЕС надо больше делать. Вот это как раз то звено, которое не хватает. Например, если мы говорим про Украину, мы, парламентарии за глобальные действия, мы поддерживаем крымских татар, тех, кто воюет на Донбассе. Мы отслеживали Евромайдан и революцию, но при этом Украина не стала частью Международного суда. Украина приняла юрисдикцию. Суд готов уже начинать расследование. Но кто-то сказал в Киеве, а это же будет политика против России. Тут Россия вообще тут не главный вопрос. Это часть защиты прав человека.
И также у нас есть не только наша организация парламентариев, но и другие организации, которые должны влиять на ситуацию, например, в той же Украине, чтобы гармонизировать ее законодательство с международными стандартами. Мы не говорим, допустим, про борьбу с терроризмом, мы говорим о профилактических действиях, чтобы предотвращать преступления, а также нарушения прав человека, а также необходимо ратифицировать существующие документы. Сейчас, если говорить об ограничениях санкций, мы не хотим принимать санкции в отношении гражданского общества, например, как это было с режимом Саддама Хусейна. Но если мы говорим о персональных санкциях, они же являются невинными до тех пор, когда их виновность не будет доказана в суде. То есть нам нужно давать им право, возможность защищать себя в соответствующем суду. То есть такие санкции, они не только персональные, они, в общем-то, связаны с нарушениями государства, например, Российской Федерации, Китайской Народной Республикой. И мы должны влиять на их интересы. И лучше, чтобы эти санкции, конечно же, принимались раньше, чем позже. Но при этом нужно быть тут очень аккуратными, потому что есть две большие группы санкций. Первое — это заморозка активов. Это действительно наиболее эффективные санкции, нужно их более активно использовать. Но также запрет на перемещение и на въезд в наши страны. И тут парламентарии за глобальные действия хотят пояснить, что мы не хотим, чтобы нарушители прав человека переставали ездить. Нам нужно приглашать их в наши страны. Например, как генерал из Сирии приехал, где его, в общем-то, обвинили в Германии за нарушение прав человека, и ему пришлось выступить в суде в Германии. То есть, если мы говорим об универсальной юрисдикции, нам нужно пытаться привлекать этих людей к ответственности. И поэтому запрет на въезд в наши страны, запрет на перемещение нужно использовать аккуратно. Когда президент Трамп, понимая, что происходит в Гонконге, хотел внедрить санкции, включая моих студентов, которые обучались, например, у меня, либо в США. И, конечно же, есть риторика в отношении коронавируса. Мне казалось, что вот то, что хотел сделать Трамп, это контрпродуктивно, потому что те молодые люди, которые там изучали международную экономику, другие темы, они на глобальном уровне, они верят в трансграничное сотрудничество. И они говорили о том, что правительство прослушивает их телефонные разговоры, даже когда они обучаются за границей. Я бы хотел закончить, рассказав о важности работы, которую нам нужно делать на международном уровне в отношении верховенства права. Если говорить о Гонконге, ситуация в Гонконге до 2047 года Гонконг является частью Британской декларации, это Международный союз, и 13 марта Великобритания заявила о нарушении международного закона. И поэтому сейчас каждое государство может принимать меры для того, чтобы поддержать жителей Гонконга, которые борются за свою свободу, за свои права. И нужно до 2047 года у нас еще есть возможность, потому что после этого года они будут полностью под Китаем. И на самом деле это инструменты, которые могут использоваться в традиционном международном поле. И если говорить о Гамбии, они также это используют, потому что они начали дело
в рамках международной конвенции против своего официального лица, который также получил Нобелевскую премию мира в отношении популяции руанга. И сейчас она стала жертвой того же, в общем-то, режима, того же преступления, против которого она выступала. И сейчас на самом деле мы говорим о том, что даже небольшие страны могут что-то сделать. И цель парламентарий за глобальные действия заключается в том, что также, чтобы Африка, также другие страны, они могли иметь голос на международном уровне. И также это касается Азии, Юго-Восточной Азии, Центральной Азии. И мы видим, что санкции являются частью более широких инструментов борьбы с нарушением прав человека и безнаказанностью. Спасибо большое, Дэвид. И сейчас я бы хотела дать слово сразу же Паоло Гафурини. Напомнить, что у нас уже заканчивается время, и потом могу дать также слово для заключительных выступлений. Паоло, слово вам. Добрый день. Добрый день всем. И спасибо всем за ваше выступление. Я бы хотела коротко объяснить и поговорить об отчете, который мы в прошлом году опубликовали, который является примером того, как гражданское общество может помогать демократическим государствам составлять списки нарушителей. В октябре прошлого года мы опубликовали отчет «Слуги режима», в котором перечислены 364 нарушителя прав человека, ответственных за систематические нарушения прав человека в Казахстане или причастных к ним. Это было задумано как ответ на атмосферу безнаказанности в стране и на растущие требования гражданского общества привлечь виновных к ответственности за преступления. Именно это касается серьезных прав нарушений. Я бы хотела рассказать, каким образом мы собирали информацию. Отчет основан на информации и показаниях 1119 жертв политических преследований из 37 городов Казахстана, а также на документах, материалах административных уголовных дел. Мы также широко использовали социальные сети для установления, например, родственных отношений преступников и других данных. И также собирали информацию, предоставленную тысячами членов группы мониторинга прав человека, Activists Not Extremists. И эта группа включает также правозащитников и организаций непосредственно на местах. Также мы получали информацию от друзей нарушителей, которые не хотели быть сопричастными к этим преступлениям и предоставляли соответствующую информацию для фундации «Открытый диалог». Затем мы обрабатывали информацию, которую нам удалось собрать из разных источников в специальном профиле Instagram, а также в специальном чат-боте Telegram. Это досье было передано правительству США от имени гражданского общества в соответствии с глобальным законом Магнитского, а также в соответствии с положениями Великобритании о глобальных санкциях в области прав человека. Но оно также может быть передано правительством Канады, Эстонии, Латвии и Литвы, и в будущем может использоваться теми странами, которые разрабатывают аналогичные законы, например, Австралия, Италия, Германия и Норвегия. Я бы хотела коротко рассказать о различных моделях сотрудничества гражданского общества и тех стран, которые приняли санкции Магнитского. Я бы хотела начать с модели США, которая является одним из самых успешных примеров в том, что касается проведения регулярных консультаций между Государственным департаментом и теми организациями, которые готовы предоставить свои предложения. Хотя казначейство и Госдепартамент не обязаны выполнять запросы, выдвинутые неправительственными организациями, правительство США должно учитывать материалы, предоставленные гражданским обществом. В Великобритании Министерство иностранных дел
обязалась принимать во внимание материалы, предоставленные любым лицом или организацией. Тем не менее, оно не обязано давать комментарии по отправленным материалам. В любом случае, гражданское общество может отслеживать окончательную обратную связь, поскольку вся информация о санкционных списках открыто публикуется по умолчанию. Точно так же правительство Канады приветствует предложение о назначении правозащитных организаций в рамках закона о правосудии для жертв коррумпированных иностранных должностных лиц и закона о специальных экономических мерах. Более того, Великобритания, Канада и США установили и продолжают расширять практику обмена информацией, полученной гражданским обществом в пределах своей юрисдикции. То есть они передают такую информацию. Хотя в ЕС не создан специальный механизм для обмена информацией со странами-единомышленниками, первые шаги были предприняты, когда 2 марта 2021 года ЕС в сотрудничестве с правительством США включил в санкционный список российских чиновников, причастных к делу Навального. Однако, как указала Элеонора в своем выступлении, ЕС не смог предоставить консультативный комитет на уровне ЕС с участием гражданских организаций, как это было рекомендовано Европейским парламентом, который выступал за участие гражданского общества. Глядя на обсуждаемые в Европе предложения по режиму санкций, я считаю, что крайне важно, чтобы эти государства, в частности члены ЕС и Совета Европы, предвидели участие гражданского общества, предусмотрели участие гражданского общества, когда дело доходит до выявления лиц, нарушающих права человека, и включения их в санкционный список. В этой связи парламентская ассамблея Совета Европы предложила систему учета показаний, документов и доказательств со всеми данными, подтверждающих нарушения прав человека в тех странах, чьи официальные лица должны быть включены в список. Таким образом, только благодаря сотрудничеству между жертвами нарушений прав человека, правозащитников и правительства демократических стран мы можем привлечь к ответственности тех людей, которые нарушают права человека, где, к сожалению, еще нет верховенства права. Большое спасибо, большое Паола, большое спасибо всем, кто сегодня выступал для того, чтобы сделать заключение. Я не могу дать слово всем за наших ограничений по времени, но большое всем спасибо за участие. Хочу сказать, что мы получили дуже много вопросов, но, к сожалению, у нас заканчивается время нашей сессии, но при этом мы знаем уже, на какие темы нам организовывать следующие сессии нашего круглого стола с представителями различных стран. Мы можем понять, каким образом ускорить процесс, как привлекать к ответственности нарушителей прав человека. Диалог, конечно же, важен. Тут нет никаких сомнений. Одно, нам также нужно принимать действия по привлечению к ответственности для того, чтобы противодействовать нарушению прав человека. И все об этом говорили наши сегодняшние спикеры. И я надеюсь, что наши зрители направят вопросы на следующий круг переговоров. Большое спасибо всем, и я закрываю наше мероприятие. Спасибо. Большое спасибо.